Я горжусь, что мне довелось встретиться с этим легендарным человеком. Я несколько раз бывал дома у настоящего живого героя. Он всегда встречал нас доброй улыбкой. Дома всегда было очень много книг, журналов, газет. Он был очень интересным человеком. Одним из ярких воспоминаний о герое осталось после посещения мемориального комплекса на Сапун-горе под Севастополем во время отдыха в Крыму прошлым летом. Этот мемориал включает в себя несколько интересных мест. Это и огромная диорама, и обелиск славы, и храм в форме зажженной свечи. Словно повторяешь путь освободителей, когда шагаешь по мемориалу. Рядом с обелиском горит вечный огонь. Каждые 5 минут звучит мелодия песни о Сапун-горе. Мурашки по коже бегают, когда слушаешь эту музыку. А еще прямо под открытым небом выставлена советская военная техника времен войны. Это и корабельные пушки различных калибров, и легендарные «Катюши», и танки Т-34, и торпедные катера. С высоты открывается потрясающий вид на окрестности. Даже не верится, что это место одного из самых ожесточенных боев, место подвигов героев в годы войны. Если когда-нибудь судьба забросит вас в эти края, обязательно посетите эти места. Сюда приходишь одним человеком, а уходишь совсем другим. В этом далеком 1944 году высоту взяли за 9 часов. На гранитные плиты высечены имена героев Советского Союза, которые были удостоены этого высокого звания за освобождение Севастополя. Среди них есть имя и нашего героя-земляка, нашего Гиразетдина Тажетдина Багаутдиновича.